Кыргызской республике более 40% населения составляет молодежь до 18 лет. Позитивный демографический тренд дает ежегодный прирост числа учащихся школ на 3-4%. Совокупный коэффициент охвата образованием в возрасте от 7 до 24 лет возрос за последние 5 лет на 6%. То есть практически каждый четвертый житель республики активно вовлечен в сферу образования. Стремление к новым знаниям, здоровому образу жизни, прогрессивным духовным ценностям становятся главными факторами развития человека и, соответственно, главными приоритетами национальной стратегии развития Кыргызской республики. Система образования ориентирована на воспитание гармоничной личности, раскрывающей потенциал каждого человека, формирование применимых на практике знаний и компетенций. Особая значимость для развития личности раннего развития, дошкольного образования и предшкольной подготовки сделали данные направления приоритетными для системы образования Кыргызстана. За последние 5 лет расширена сеть дошкольных образовательных организаций различного типа с 691 до 1610. Активное развитие получили альтернативные формы дошкольного образования, что позволило в совокупности достичь охвата 39% детей в возрасте от 3 до 7 лет. Однозначный фокус в развитии образования – регионы республики, поскольку 2/3 населения Кыргызстана живет в сельской местности. Для этого в прошлом году создано и оснащено 120 детских садов кратковременного пребывания в отдаленных и труднодоступных районах республики, 100 детских садов на базе сельских школ. Охват предшкольной подготовки составляет ежегодно более 100 тысяч детей и позволяет практически 100% подготовить детей к школе. Создана информационная система управления образованием, в которой представлено каждое учебное заведение на каждом уровне образования с открытым бюджетом, а также информация по профессиональной подготовке учителей и педагогов, данные о каждом учащемся. Система также будет показывать достижения школьников на протяжении всего обучения в школе. В рамках информатизации системы образования была внедрена электронная очередь в детские сады, разработана электронная запись в школы. Школьное образование является сферой конституционной ответственности государства, куда направляется и основное внимание, и основные инвестиции. За последние 10 лет число школьников возросло до 1 миллиона 223 тысяч детей. Важнейшей частью образовательного процесса республики является обеспечение безопасной образовательной среды. В Кыргызстане растет количество построенных объектов образования, отвечающих требованиям времени. Одним из успешных проектов в Центральноазиатском регионе стала программа по внедрению горячего питания для учащихся начальных классов, реализуемая при активной поддержке партнеров по развитию. Содержание образования – один из основных факторов, влияющих на предоставление качественного образования. Выработан принципиально новый концепт формирования базисного учебного плана, который формирует пакет базовых предметов и нацелен на творческое развитие детей, формирование у них картины мира через интеграцию предметов, увеличение количества часов на иностранные языки, усиление предметов естественного научного цикла. Активно внедряется программа многоязычного образования в режиме частичного или полного погружения. Одной из основных мер, необходимых для улучшения качества образования, является система оценки качества образования. Национальный центр оценивания качества образования и информационных технологий, созданный распоряжением правительства в структуре Министерства образования Кыргызстана, дает возможность отслеживать показатели образования, принимать правильные решения и анализировать результаты вложений в систему образования. Государство активно содействует развитию частного сектора в образовании. Частные образовательные организации освобождены от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость. Максимально упрощены лицензионные требования, образовательная лицензия стала бессрочной. В школах республики формируется цифровая образовательная среда. 68% школ подключены к интернету. В течение текущего учебного года 100% школ будут подключены к сети интернет.
В рамках цифровизации системы образования созданы платформы для дополнительного образования детей с 1 по 4 класс и Билим, и для детей с 5 по 9 класс Билим Булагы. Национальный репозитарий открытых образовательных ресурсов позволяет скачивать электронные версии школьных учебников в открытом доступе. В каждом районе и в городах республики с нового учебного года начата реализация проекта «Инновационные школы», которые оснащены электронными библиотеками, соответствующим оборудованием и материалами по основным предметам. В рамках развития регионов в каждом из них создаются площадки для реализации новых методик преподавания, повышения квалификации учителей и формирования навыков в использовании информационных систем. Сфера трехуровневого профессионального образования начального, среднего и высшего охватывает порядка 286 тысяч студентов. В среднем по разным специальностям порядка 70% выпускников находят работу в течение первого года после окончания обучения как в Кыргызстане, так и в странах СНГ и ЕАЭС. Начата разработка национальной квалификационной системы, которая будет включать национальную квалификационную рамку, профессиональные стандарты, отраслевые рамки и оценивание квалификаций. В целях объективного оценивания качества профессионального образования внесены изменения в законодательство и начато внедрение независимой аккредитации. Высшее профессиональное образование в Кыргызстане несет разновекторную направленность. Это означает успешное функционирование вузов, созданных в рамках межправительственных соглашений с самыми различными странами-партнерами. В Кыргызстане сформировался определенный спрос на программы дополнительного профессионального образования. За последние 5 лет было выдано 2735 лицензий по программам дополнительного образования для молодежи и взрослых. Усилия Кыргызстана по развитию системы образования синхронизированы с повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года для того, чтобы двигаться к глобальной цели – обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех.